С букетами роз приехали на открытие мемориальной доски Бориса Кузнецова Рустам Минниханов и Ментимир Шаймиев. Они были знакомы с героем Советского Союза лично. Отмечают, Борис Кириллович обладал уникальными качествами и неиссякаемой энергией. Борис Кириллович – человек большого личного мужества, настоящий патриот, ставший 19 лет героем Советского Союза. Земля Татарстана во все времена рождала мужественных людей, беззаветно преданных народу, верных своему долгу. Жизнь Бориса Кирилловича была воплощением преданности и любви к Отечеству, стойкости и готовности к самопожертвованию, беспримерной отваги и мужества. Жизнь я дом героя. Очень живой, общительный, любящий людей и действительно заслуженный герой. Память Бориса Кузнецова увековечили в доме, в котором жил герой. Уроженец Татарстана стал самым молодым героем Советского Союза. Он принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии, Польши и Чехословакии. Несмотря на ранения, он всегда возвращался в строй. Доска для меня очень значима. Я, как икона, на нее молиться стану. Хорошо семейный человек, очень любит своих детей, свою супругу. Он очень уважительно относился к ветеранам и всегда защищал интересы ветеранов. Сегодня увековечили память еще одного героя Советского Союза, нашей землячки. На территории 52-й гимназии открыли бюст Магубы Сыртлановой. В годы Великой Отечественной войны она была заместителем командира женского авиационного полка бомбардировщиков, знаменитых «Ночных ведьм». Монумент появился на средства меценатов. Школа находится на улице Сыртлановой и будет носить ее имя. Когда я узнал, что это девочка, землячка, герой Советского Союза, я сам летчик, я летал на современных истребителях. Как эти девочки в 19-20 лет летали на табуретках с 3 приборами ночью, без освещенных полос, находили врага, выполняли поставленную задачу. Каждый полет – это геройский. Когда мы говорим о том, как же все-таки нам донести до нашего молодого поколения вот эти патриотические чувства, воспитательный процесс, учебный процесс, ну а здесь это же воочию, вот этот памятник, он навеки. Сегодня в Казани в Парке Победы возложили цветы к вечному огню. Здесь сразу 3 поколения – юноармейцы и курсанты, действующие военнослужащие и ветераны. Это обязательное веление души отдать долг этим людям, которые в памяти у нашего народа за их ратный и военный труд. Будем достойны тех людей, героев, выдающихся людей Татарстана. Я всегда своим повторяю, надо, чтобы вы знали, что наши отцы, деды действительно отдали жизни за то, чтобы мы сегодня жили. Цветы сегодня несли и к 115-й школе. Здесь открыли бюст Героя России Рефигата Хабибуллина. Летчик погиб в 2016 году во время боевых действий в Сирии. Эта миссия происходит именно в Казани, в непосредственной близости от вертолетного завода, где он бывал, принимал участие в приемке боевых машин, участвовал в разработке специальных заданий. Под звуки гимна на стене Казанской кадетской школы-интерната появилась мемориальная доска выпускника Евгения Волкова. Ему было 22. Он погиб в сентябре во время специальной военной операции. Ценой собственной жизни он спас целое подразделение. Евгений награжден орденом мужества посмертно. Он все время мечтал стать военным, потому что у нас военные были в семье. И дядя, и брат двоюродный. Вот он по ихним стопам пошел служить. Сегодня увековечили память тех, кто никогда не прятался за спинами и стоял до конца, защищая Родину. Рамиль Галиуллин, Ильдар Софиуллин, Данил Филатов и Адель Мендубаев. ТНВ. Казань.